Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, хаумагадуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о трагической дате нашего соседнего братского народа, татарского народа, падение Казанского ханства. В 1552 году войска московского князя Ивана IV, Ивана Грозного, штурмом взяли Казань, столицу Казанского ханства, и вырезали практически все население от мала до велика. Казанцы очень достойно и мужественно обороняли свой город много дней, и только в результате подкопа и последующего взрыва городской стены войска Ивана Грозного смогли ворваться в город. В той обороне Казани принимали участие и башкиры, поэтому это тоже часть нашей истории. Также напомню, что северо-западные башкирские рода тогда входили в состав Казанского ханства. Поэтому Казанское ханство, история Казанского ханства — это в том числе и история башкир. Падение Казанского ханства привело к тому, что в последующем были повержены, захвачены русскими и другие тюркские мусульманские ханства, такие как Азовское ханство, такие как Астраханское ханство, Сибирское ханство. И это результат того, что на тот момент остатки Золотой Орды, остатки вот этих ханств, Ногайская Орда, Сибирское ханство, Казанское ханство, Астраханское ханство, они не были дружны между собой. Были взаимные распри, Крымское ханство в том числе. Были взаимные распри, не было поддержки друг друга. Никто не пришел на помощь Казанскому ханству. Напомню, что помимо самих казанцев, татар, да, которые там были, предков татар, там принимали участие в обороне и марийские воины, и башкирские воины принимали участие. В последующем именно падение Казанского ханства открыло дорогу агрессии русского мира в отношении тюркских народов. Сегодня это для нас большой показатель того, как не нужно поступать, как нельзя быть разобщенными перед большой, грозной опасностью. Если бы тогда на помощь Казанскому ханству пришли бы все другие остатки ханства Золотой Орды, уверен, что никакого бы падения Казанского ханства не было. И можно было бы легко отыграть назад и вновь захватить Москву, подчинить ее, уничтожить всю ее силу, военную силу, и вновь заставить продолжать платить дань. Этого не произошло, все были заняты собой, именно поэтому самый сильный на тот момент Казанское ханство, возможно, Крымское ханство, наверное, такое же сильное было, может, чуть-чуть посильнее было, но в любом случае падение Казанского ханства, еще раз говорю, положило начало последующим завоеваниям. В последующем, как мы знаем, и Крымское ханство тоже пало, хотя оно еще долгие годы, скажем так, было независимым и достаточно грозной силой. Но факт остается фактом. На сегодняшний момент мы все порабощены, колонизированы именно Москвой и русскими. Сегодня, когда у нас все те геополитические изменения, которые сейчас происходят в наше время, в сегодняшний день, мы это видим, наблюдаем своими собственными глазами, мы видим, что Россия находится в самом, наверное, большом кризисе за последние 35 лет. И грозит России, вполне возможно, хаос, большая смута и, скорее всего, распад. Распад, который происходил уже 100 лет назад, в 1917 году, после падения Российской империи,
распад, который произошел в 1991 году после падения Советского Союза. И сейчас, если дожать и добить Российскую империю, сегодняшнюю российскую, новую современную российскую неоимперию, скажем так, вполне возможно будет распад. Для этого нужно желание и стремление наших народов, коренных народов. Башкир, татар, чеченцев, ингушей, бурят, калмык, якутов и так далее, марийцев и так далее. А поэтому мы сегодня должны быть вместе, должны быть объединены общей целью, единственной целью получить независимость. Ни на какие переговоры, ни на какие договоры или соглашения нельзя идти с Москвой, как это произошло в 1991 году, когда представители разных национальных республик ездили в Москву подписывать договор. Тогда не подписали Москва и Ичкерия, тогда не подписала Казань и Ичкерия, но мы знаем, что Казань в итоге все-таки договорилась и подписала, а Ичкерия была повержена, захвачена, уничтожена, разгромлена. И никто ее не поддержал тогда. Поэтому мы сегодня, когда у нас появится такой шанс, мы обязаны будем, просто обязаны, чтобы спастись самим, спасти наши народы, объединиться и все вместе заявить о своей независимости, о том, что мы выходим из состава России раз и навсегда. Никаких соглашений, никаких новых обновленных федераций, никаких конфедераций нам не нужно. Нам нужна независимость, потому что после каждого распада, после каждой вот этой глубокой встряски этой страны, этого государства, мы, получив какое-то определенное образование, территориальное образование, после падения Российской империи мы получили республики, после падения СССР мы получили республики с суверенитетом так называемым, но с каждым разом мы все время оказывались в наиболее худшем положении. При советской власти нас всех оманкуртили, заставили обучаться на русском языке, уничтожили нашу национальную интеллигенцию, то сегодня нас отправляют на войну, с нас выкачивают все природные ресурсы. Точно так же идет манкуртизация и ассимиляция нашего народа. Огромное количество народов, представителей народов уже не знают своего родного языка, у них нет четкого национального самосознания. И это идет катастрофическими, очень быстрыми темпами. Если такое же наше положение будет продолжаться еще 30-50 лет, многие народы просто исчезнут. Уже сейчас многие народы просто в численности скатываются все сильнее и сильнее. Финно-угорские народы очень сильно скатываются в численности. Татары скатываются в численности, башкиры скатываются в численности. Мы не имеем права упустить наш шанс. И дата 1552 года, еще раз говорю, это для нас должна быть показателем и уроком того, что нельзя оставлять один наш народ в беде. Мы должны помогать все вместе выходить против империи и бороться. Поэтому я, как руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом, выражаю соболезнования татарскому братскому народу в связи с трагической датой Хатер Күні 1552 года. Я верю, что Татарстан и татарский народ обретут свободу и независимость и станут самостоятельным, развитым, демократическим, сильным, независимым государством. Так же, как и все другие народы. Я уверен, что мы в будущем, как два независимых государства, Башкортостан и Татарстан, будем сотрудничать во всех сферах, торговать, дружить и, если надо, объединяться против общего врага. Татарлар алға, башқұрттар хідін менен бірге. Хау болғат.